Всем привет, дорогие друзья! Рада снова видеть вас на моем канале. Спасибо всем вам за просмотры, за комментарии, за лайки и за подписки. В сегодняшнем ролике я вам расскажу об одном из счастливом стечении обстоятельств, произошедшем на одном из прогулок в лес, с целью заснять для вас ролик о пробуждении природы, о начале лета. Но для начала я вам хочу рассказать немного из истории быта народа Саха. Наконец-то прошли 7 длинных, долгих, холодных месяцев зимы. Открылась земля из-под своего зимнего покрова. Появились в природе благоухания деревьев, трав и цветов, и послышалось радостное пение птиц. Якутские традиции, верования, обычаи и другие стороны жизни народа Саха были хорошо изучены этнографами в XVIII-XIX веках. По их записям видно, что якутский Новый год – празднование новой зелени и приходится на конец весны, начало лета. Старинным жилищем якутов была прямоугольная в плане деревянная юрта или балаган со слегка наклоненным внутрь стенами. Конструктивная основа юрты – вбитые в землю столбы и лежащая на них горизонтальная рама из бревен. На раму опирались крыши и стены из пластин и жердей с наружной толстой смазанной обмазкой. У богатых балаганы отличались большими размерами и часто имели пристройку, хатон, хлев для скота. В бедных балаганы были ниже и меньше по площади основания. Это невысокая, вытянутая в длину четырехугольная постройка из стоячих несколько наклонных бревен с плоской земляной кровлей. Для утепления стены обмазывали глиной, смешанной с коровьим навозом. Балаган имел нечетное количество окон, которые зимой прикрывались льдом, летом слюдой, рыбьим пузырем, по следам теленка. Печь камельковая находилась на северной половине дома. В углу вдоль стен располагались нары. Двери выходили на восток. Убранство старинного народного якутского жилища составляли деревянные лавки, круглые низкие столы на фигурных ножках. Резные деревянные кубки для кумыса чороны играли важную роль в обрядах на празднике Исых и были двух типов – на коническом поддоне и на 3 ножках в виде лошадиных копыт. Из ремесел были развиты кузнечество, ювелирное дело, обработка дерева, бересты, кости, кожи, меха. Из лепной керамики мастерили посуду, из конского волоса плели и сучивали шнуры, которыми вышивали. Железо выплавляли в сыродубных горнах, из золота, серебра и меди, переплавляя русские монеты, делали женские украшения, конскую сбрую и культовые предметы. Из дерева вытесывались фигурные коновязи, серьги. По поверьям народа Саха, лошадь – священное животное небесного происхождения или дитя Джесёгёя, бога-покровителя коней и отважных мужчин. Так называют якуты коня. С культом коня связана символика серьги коновязей. Коновязи и серьги являются одной из составляющих частей материальной культуры народа Саха, поэтому приобретают ценность исторических памятников. По древним верованиям, каждая серьга имела своего духа Итче, хан Тюгюмертойон. Коновязи серьги достаточно разнообразны. Они варьируются по размерам, форме, художественной отделке, в зависимости от того, где был столб поставлен, для чего предназначался. Выделяются 3 группы серьги. Надворные коновязи – это серьги, стоящие у жилых домов и использовавшиеся по прямому назначению для привязывания коней. Культовые серьги – коновязи, пользовавшиеся при проведении культовых религиозных обрядов. А ритуальные серьги – коновязи, устанавливаемые на традиционном празднике Исых. В старину во дворах богатых и знатных хозяев
Было много различных Сергей, так как каждая свадьба, рождение ребенка, посещение почетного гостя и многие другие события сопровождались установкой особого Сергея. При выборе места для жилья в урочищах большое внимание обращается на водоемы, необходимые в зимнее время для водопоя, так как при здешних холодах неглубокие озера промерзают до дна, образуя ледяную корку. В таких озерах на дне остается лишь муть в виде илистой кашицы, ни на что не годной. Из-за недостатка воды масса озер и речек остаются незаселенными. Стены жилищ устраиваются из бревен с наклоном. Наклон этот необходим для того, чтобы наружная обмазка жилища держалась крепче, что и за целью наружную сторону бревен оставляет с корой. Снаружи обмазывают смесью глины с коровьим навозом, иногда с добавлением соломы или сенной трухи. Кругом по основанию жилища делается завалины из плотно набитой земли, придерживаемой мелкими жердями на столбах. Жилище пристраивается преимущественно с северной стороны стены хатон, хлев для скота. В хатоне со стороны юрты отгораживается жердями небольшое пространство для склада сена лучшего качества на корм дойного скота и телят. Очень бедные якуты для большего затепления двери юрты проводят через хатон. Вне отделения жилища от хатона имеется еще некоторая бытовая и экономическая подкладка. Пока сохранялись индивидуальные хозяйства, все постройки и поселения якутов оставались в своем дореволюционном облике. Пока ходили, изучая традиционный тип якутских поселений, случилась одна неожиданность. Ой, мамочки! С домовой ямы на меня смотрели два огромных глаза. Тут олененок! Ребята, ко мне! Олененок тут, олененок! От неожиданности мне сперва показалось, что это Тут олененок. Идите сюда! Ты маленький! Животное провалилось в заваленную трухлявыми досками Олененок домовую тут, яму. олененок! Живой! Надо его вытащить! Олененок или жеребенок? К сожалению, такие ямы часто становятся ловушкой для лошадей, Надо вытащить! куда они проваливаются и нередко погибают. Жеребенок это, жеребенок! Жеребенок! В яму упал! Не теряя ни минуты, надо быстро спасать бедного детеныша. Не бойся, мы тебя вытащим сейчас. Жеребенок же? Жеребенок же. Видишь, весь исхудав. Он не первый день стоит. Ну тут рядом кто-то стоял. Да. Ой, сейчас уронишься, Хэнкок уйдет оттуда. Соня, нельзя тебя сюда звало, да, прямо? Конечно, какое-то чувство прямо тянуло меня сюда. Уже все убрали. Крышу. Яма была глубокая, почти 2 метра. Да. Посоветовавшись, решили привязать его фалом от машины и осторожно вытащить. А вон железница. Так как все были заняты, сам процесс вытаскивания не удалось заснять. Спасенный жеребенок еле держался на ногах от истощения и весь исхудалый был. Поначалу от испуга убегал, и потом, наконец, мне удалось договориться с ним по-жеребячьи. На мое неумелое ржание он хорошо отзывался.
Первым делом как-то его надо было маленько напоить. Сколько дней он стоял? Вещи скуда? Ну да, ребра аж видно. Ага. И остались их. Айди, 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 айди. Да все, он уже попил, Саша. Может еще? Еще? Нет, ну, растилась хотя бы. Айди. Уже легче. Дальше. Сейчас травки пощипает. О, где бедненький хочет сосать. Сосать хочет. Мгм. Вот, вот, вот. Ты Лопат? так ему наклони, ага. Мгм. Вот, вот, вот. Пошло один. Еще надо налить. Вот, молодец. Вот, хорошо. Это он или она? А это они такие маленькие, непонятно. Непонятно. Ну, надо На. залить. Все, приловчился пить, да? Хорошо, хоть этот раз миску взяла к Богу. Да. Сиди, сиди. Легонькая такая, да? Спасли красавца. Теперь предстояла задача отыскать его маму и в сопровождении вывести его из этого опасного места несколько километров. Утолив жажду, напившись воды, он доверился нам и послушно пошел за нашей машиной. Приходилось всячески изображать лошадей. Маленько побыстрее. Он нас не обогнал. Он сбоку нас идет. Он все время прислонялся Скачки. к машине, и мы медленно с остановками сопровождали его до первых табунов. Не хочет идти. Других родителей нашел. Ой, ну мне кажется, сейчас стоит. Да. Все, пошел он с ними. За время сопровождения Колено он облепили так лошади. привык, что не хотел оторваться от машины. Лошади за ней бегут. Давай. Жеребенок за машиной, а лошади за... Держись. Так довольно-таки долго пытались оторваться от него теперь. Вот такая вышла история по спасению жеребенка. По-якутски «Дитя Джаггея». На этом я с вами прощаюсь. Если понравилось, поделитесь этим видео со своими знакомыми. Спасибо вам за внимание и всего доброго. До новых встреч!